Далее предлагаем брифинг. Речь пойдет о наращивании сил и средств для борьбы с лесными пожарами. Узнаем свежие данные. По состоянию на 8 утра 3 июля на территории республики всего действует 108 лесных пожаров, один лесной пожар на землях особо охраняемых природных территорий и один ландшафтный пожар на площади 5000 га. На особом контроле находится 11 лесных пожаров, действующих в 15-километровой зоне в 12 населенных пунктах. Из них на текущий момент локализовано 3 пожара. В условиях складывающейся лесопожарной обстановки меры по защите населенных пунктов и объектов экономики принимаются в установленном порядке. Своевременно осуществляется наращивание сил и средств с учетом наличия ресурсных облаков, привлекаются самолеты-зондировщики, а также задействуется авиация МЧС России. В настоящее время подведомственными учреждениями министерства в готовности к реагированию на лесные пожары силы и средства государственной противопожарной службы привлекаются в количестве 40 человек личного состава. Привлечены на тушение 5 лесных пожаров в 4 районах республики в общем количестве 61 человек государственной противопожарной службы и службы спасения. Всего с начала пожароопасного работы Государственной противопожарной службы республики и службы спасения привлекались 38 раз на тушение 34 и 4 ландшафтных пожаров. В общем количестве 280 человек и 30 единиц техники. Для оказания содействия привлеченным на тушение лесным пожарам из Республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказано 5 муниципальным районам и 2 учреждениям. Выпущены из материальные ресурсы, индивидуальные рационы питания, помпы для откачивания воды, ранцевые огнетушители и так далее, более чем на 15 миллионов рублей. С целью принятия дополнительных мер с учетом наличия ресурсных облаков и складывающейся лесопожарной обстановки применяются самолеты лаборатории для искусственного вызывания и увеличения осадков. Всего с нарастающим итогом зондировщики выполнили 31 вылетов, в ходе которых охвачено 23 муниципальных района. По итогам работы в районах воздействия везде наблюдались усиление осадков. Сегодня в 11 часов запланирован вылет Як-40 в Алекминский район, где сохраняется напряженная лесопожарная обстановка. Также в 11:00 запланирован вылет Ан-26 «Атмосфера» в Амгинский район, Усьмайский район, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, а также возможная южная часть Татинского района. Также авиацией МЧС выполнено 38 вылетов, произведено 72 слива и сброшено 315 тонн воды. На сегодня направлена заявка на применение самолета Б-200 МЧС России для работы с водосливным устройством. О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. День сотрудников госавтоинспекции отмечается сегодня. В профессиональный праздник особо отличившихся наградили почетными грамотами и госнаградами. Мастер-класс от настоящего чемпиона мира по боксу. В рамках игр Дети Азии организован боксерский интенсив с детьми от главного судьи игр Азии Мирея Акшалова. Что нового узнали юные боксеры. А якутские тренеры узнают новые приемы в области инновационных педагогических технологий. Для них провели курсы повышения квалификации, что вошло в программу. Все как у взрослых. Соревнования освещают не только крупные СМИ, но и юные корреспонденты. Расскажем о работе детского медиацентра. 7-й фестиваль этнического кино, приуроченный к играм Дети Азии, завершает свою программу. Кому досталось гран-при киносмотра. Оперативный штаб Якутии продолжает дополнительное обеспечение оснащением и снаряжением участников спецоперации. Основная поставка товарно-материальных ценностей планируется в период до 3-й декады июля, техники до середины августа. На прошлой неделе прошло выездное совещание с демонстрацией новых моделей технических средств с участием руководителей Единого координационного центра Якутии Андрея Федотова. Предприятия и организации показали свою продукцию, и сейчас решается вопрос о новой закупке для наших бойцов. Кроме того, 1 июля прибыли на станцию Беркакит 8 транспортных средств,
переданных предприятиями и организациями по линии Народного фронта. Далее эти машины по железной дороге доедут до Ростова и будут передаваться военным формированиям. Мероприятия по дополнительному обеспечению оснащения и снаряжения участников специальной военной операции продолжается. Участники программы «Территория благополучия» медцентра «Алроса» станут амбассадорами здоровья. Все подробности у наших коллег. Самые активные участники программы медцентра «Алроса. Территория благополучия» станут амбассадорами здоровья. Сотрудники компании поделятся с коллегами знаниями о здоровом образе жизни и правильных привычках. К программе уже присоединились более 600 человек. Конкурсы, лекции и соревнования – все это сотрудникам «Алроса» доступно в приложении Health Balance. Мотивация появилась и даже новые знакомства с интересными людьми. То есть сначала мы виртуально друг за другом следили за рейтингами, и вот на награждении, когда встречаемся, очень приятно. Для пользователей приложения предусмотрены бонусы. В рамках программы в июне в Мирном работали врач физической реабилитационной медицины и консультант по питанию. На аппарате MS-Fit специалисты оценили состояние тела, уровень стресса и другие факторы здоровья пациентов. В этот раз акцент сделали на помощи сотрудникам в отказе от вредных привычек. У людей с прошлого приезда, с прошлого обследования отмечается положительная динамика в результатах обследования. Все-таки люди прислушиваются к совету. Организаторы приглашают присоединиться к программе всех желающих работников «Алроса». Чтобы получить полезные уроки, достаточно загрузить приложение Health Balance на телефон, следовать инструкции по установке и начать им пользоваться. Подробности по установке приложения на странице медцентра ВКонтакте. Участникам доступны направления «Здоровая спина», уроки по правильному питанию и многое другое. Идем далее. 3 июля в России отмечается День сотрудников госавтоинспекции. Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом растет количество машин, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но также необходима. В свой профессиональный праздник День ГАИ особо отличившихся сотрудников, а также ветеранов, внесших личный вклад в укрепление правопорядка, наградили почетными грамотами и госнаградами. На сегодняшний день в структуре МВД по республике насчитывается свыше 500 сотрудников, из них в ДПС работают 326 человек. Наши сотрудники везде впереди. Они всегда на улицах и первым приходят на помощь не только по оказанию помощи, допустим, при результате дорожно-транспортных происшествий и их профилактике, но и в других жизненных ситуациях и раскрытии иных преступлений, в том числе спасение людей из пожаров, ну, и оказание помощи, когда люди у нас замерзают на дороге, транспорт ломается. Поэтому большое им спасибо. Хотела бы отдельные слова сказать благодарности нашим ветеранам, которые состояли у истоков службы. Мастер-класс от настоящего чемпиона мира по боксу. В рамках игр «Дети Азии» организован боксерский интенсив с детьми от главного судьи игр, чемпиона мира, а также участника третьих игр «Дети Азии» Мирея Акшалова. Что показали юным спортсменам, узнаем в сюжете. Хоть и мастер-класс проходит в рамках игр «Дети Азии», в списках участников тренинга не было спортсменов из сборных команд. Организаторы делают акцент на просветительстве именно воспитанников спортивных учреждений и желающих, которые посещают спортивные клубы. Мы планируем участие детей, спортсменов, воспитанников наших муниципальных учреждений спортивных, также спортивных клубов нашего города. Это будет отличной возможностью для получения опыта нового. Ну и, надеюсь, данный мастер-класс послужит развитию наших спортивных дружеских отношений между нашей республикой и Республикой Казахстан. На интенсиве по боксу ребята могут узнать для себя иные техники, изучить свои ошибки и открыть в целом что-то новое. В этом году организаторы пригласили чемпиона мира и Азии Мирея Акшалова. Также он является участником третьих игр «Дети Азии». Будем проводить разминку, работа над школой бокса и, думаю, будем работать на снарядах. В первую очередь надо поставить школу бокса, именно азбуку бокса. Правильность ударов, правильность передвижения, защитный здесь все это, чтобы вот эту школу надо ставить. Мастер-класс проводится в рамках проекта «Союз выпускников». Организаторы проводят различные тренинги, приглашая туда участников прошлых игр «Дети Азии».
Суть проекта в просветительстве юных спортсменов путем проведения теоретических и практических тренингов. Кроме того, что это комплексное спортивное мероприятие, это мероприятие, которое также сопровождается множеством культурных, образовательных, просветительских и вот такого рода тренировочных событий. Для ребят, которые занимаются, для которых, возможно, это первый большой старт, комплексный старт с настоящей атмосферой практически Олимпийских игр, я думаю, не безинтересно и достаточно важно и полезно пообщаться с именитыми спортсменами, с теми, кто может поделиться с ними своим опытом. Тренинги дают важный опыт. Они считаются хорошим стартом для тех, кто раньше даже и не занимался той или иной деятельностью. Такие проекты могут не только просвещать юных спортсменов, но и привлекать в разные виды спорта любых желающих детей. Александра Котельникова, Сергей Шипачев, Якутск. Для многих иностранных участников игр «Дети Азии» это не только возможность показать свои навыки, но и уникальный шанс прикоснуться к богатым культурным традициям. О том, как прошли соревнования по масс-рестлингу и дзюдо у иностранцев, смотрите в сюжете. В последние годы масс-рестлинг набирает популярность на международной арене. Проводятся чемпионаты мира, участники которых приезжают из разных уголков планеты. Это способствует культурному обмену и популяризации якутской культуры. Среди них и команда из Бангладеш. Зариф Фердоус с 2022 года занимается масс-рестлингом. Национальному якутскому виду спорта его познакомил известный спортсмен по масс-рестлингу из Узбекистана. У нас в Бангладеше один вид спорта масс-рестлинг, который относится к единоборствам. У нас вообще детям и молодежи нравится масс-рестлинг из-за того, что этот вид спорта контактный. И там исход зависит от уверенности спортсмена, а также его напористости. Если ты не будешь проявлять свою инициативу, то ты вначале и проиграешь. Несмотря на то, что у Зарифа были сильные соперники, до полуфинала ему все же удалось дойти, благодаря его личной технике. Лично у меня большой упор идет на захват самой палки. Когда мой соперник хватает внешним хватом, я стараюсь как можно сильнее взяться за внутреннюю сторону и тем самым уже так начинать свое выступление. Также слежу за ногами своих соперников, потому что от этого зависит мое передвижение. В государстве Бангладеш масс-рестлинг развивается с 2015 года. Этот вид спорта с его захватывающими поединками завоевал сердца многих юных спортсменов и любителей спорта. Сейчас в Бангладеше занимается более 10 тысяч учеников и студентов по всей стране, наслаждаясь этим видом спорта. Многие из них участвуют в соревнованиях федерального и регионального уровня. Я думаю, еще больше детей будет увлекаться масс-рестлингом, как только мы приедем на родину с нашими результатами. Также получить призовые места приехали спортсмены из Ливана, чтобы продемонстрировать свои навыки по дзюдо. Для них участие в играх – это не только возможность показать свое мастерство, но и шанс обменяться опытом с представителями других стран и культур. У себя в Ливане я занимался очень усердно. Было очень трудно, но я старался завоевать медаль. Вот как итог, теперь у меня есть серебряная медаль. Впрочем, завоевать серебряную медаль, как оказалось, для спортсменов было непросто. Соревнования очень высокого уровня. На мой взгляд, самые сильные команды были Узбекистан, Казахстан, Монголия, Россия. Здесь действительно борются будущие олимпийские чемпионы. Игры «Дети Азии» стали настоящим праздником спорта, где молодые спортсмены из Бангладеша и Ливана показали свои умения. Такие соревнования стали отличным примером того, как спорт может объединить людей из разных уголков мира, помогая им расти и развиваться вместе. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск. Порядка 200 сотрудников управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии работают на играх «Дети Азии». Для предупреждения завоза различных инфекционных заболеваний в пункте пропуска аэропорта Якутск специалисты ведут санитарно-карантинный контроль за прибывшими участниками и гостями. Всего международными и регулярными рейсами прибыло около 700 пассажиров и членов экипажей, среди которых инфекционных заболеваний не обнаружено. Кроме того, управление контролирует условия проживания и питания участников в 36 объектах питания и 27 объектах размещения.
Мы ежедневно проводим лабораторный мониторинг за качеством и безопасностью продуктов питания, питьевой воды и факторами окружающей среды. Каждый день мы замеряем гамма-фон и смотрим на чистоту атмосферного воздуха, особенно в Олимпийской деревне, где размещаются сегодня все спортсмены и делегации. Мы провели за этот период порядка 5000 исследований, и поэтому обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия международных спортивных игр «Дети Азии» остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора. А якутские тренеры узнают новые приемы в области инновационных педагогических технологий. В рамках игр «Дети Азии» организовали курсы повышения квалификации. За 3 дня тренерам предстоит адаптировать полученные знания к своему виду спорта. Подробнее в сюжете Вероники Таюрской. Олимпийский комитет России совместно с Республиканским центром спортивной подготовки сборных команд проводит курсы для тренеров ведущих видов спорта, в том числе и для наставников-спортсменов, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Специфика в том, что приехали специалисты, которые работают именно со сборными командами России. И в нашей республике мы сегодня и в Центре спортивной подготовки находятся все ведущие тренера нашей республики и главные тренера. Вот вы сегодня видите, здесь находятся по видам спорта. Виды спорта мы выбрали те, которые наиболее результативны. Это вольная борьба, бокс, марафонские дистанции, стрелковые виды спорта. В составе делегации для проведения курсов повышения квалификации прибыл и прославленный тренер по лыжным гонкам Александр Грушин. Заслуженный тренер Советского Союза и России рассказал, что накануне была проведена диагностика спортсменов, позволяющая оценить их состояние и готовность к соревнованиям. Мы раскрывали все стороны подготовки. Мы раскрывали и аэробную подготовленность, и силовую подготовленность, и анаэробную подготовленность, и скоростно-силовую. В принципе, все аспекты, которые касаются спортсмена, мы раскрывали, кроме психологии. Психологии мы туда нет, потому что мы знаем, что это несколько другая картина. Мы занимаемся только функциональной подготовленностью, поэтому, как говорится, это не наша пока прерогатива. Яна Захарова является тренером сборной СВФУ по масс-рестлингу. Она с удовольствием приняла приглашение поучаствовать на семинаре. Ведь вопросы, связанные с подготовкой спортсменов, очень важны. Все знания, полученные на курсах, тренер будет применять на практике. Очень важно. Обмен опытом обязательно везде, во всех видах спорта. Ну и помощь, наверное, нам в нашем новом виде спорта. Потому что это как бы новый вид спорта у нас, да? И хотелось бы какие-то методики получить от этого семинара. Курсы повышения квалификации будут проходить до 5 июля. Участники обсудят вопросы, касающиеся питания спортсменов, особенностей развития различных навыков и пройдут мастер-класс по оценке потребления жиров в рационе спортсмена. Вероника Таюрская, Сергей Шипачев, Якутск. Освещением соревнований занимаются не только крупные СМИ России и Якутии, но также и юнкоры. С началом открытия игр в Якутске был создан детский пресс-центр, в который вошли юные корреспонденты в возрасте от 12 до 17 лет с разных уголков республики. О работе начинающих журналистов в материале Тимура Колмогорова. Ровными рядами на площадке спортивного комплекса встали 2 футбольные команды, встретившиеся в финале. Люди в ожидании хорошей и честной игры. Тем временем задача ответственного фотографа – взять самые лучшие кадры из соревнования. Яна увлекается медиасферой уже на протяжении 5 лет и является не только опытным оператором и фотографом, но также хорошим корреспондентом. Вообще, я начала, наверное, с медиацентра в нашей школе. Это началось где-то около 4 лет назад, и тогда меня отобрали тоже на роль фотографа, оператора. Иногда я сценарий писала для выступлений в нашей школе. Вот. И сейчас все перебралось в более-менее профессиональную сферу. Параллельно оператору в детской новостной группе обязательно присутствует корреспондент. Не теряя времени, они берут интервью у разгоряченных футбольной игрой зрителей, опрашивают волонтеров об их работе и уже на месте готовят текстовые заметки, чтобы уже за рабочим столом приготовить новостную статью. Больше всего мне нравится работать с участниками, то есть я быстро нахожу общий язык с ними, знакомлюсь с ребятами и беру у них интервью. У нас есть в школе собственный пресс-центр. Я занимаюсь в нем где-то 7 класса.
Поэтому журналистика, это мое призвание, и в будущем я хочу стать журналистом. Помимо освещения спортивных мероприятий, начинающие журналисты ведут репортажи, готовят дневники игр, транслируемые в эфире НВК «Саха», пишут статьи и заметки о своих сверстниках-спортсменах в соцсетях. Всего в пресс-центре работают 50 человек и 13 кураторов. Все аккредитованные, как и положено, представителям СМИ. График работы наших юнкоров, как и у нас, у взрослых людей, начинается с 9 утра. Мы идем на спортивные соревнования, все отрабатываем по 24 площадкам, все спортивные мероприятия задействованы. Те, кто пришли с УЛОСов, это 30 детей, они живут в общежитии Якутского сельхозтехникума, у них трехразовое питание. Участие детей как полноценных журналистов на играх «Дети Азии» дает им не только бесценный опыт, который пригодится им в будущем, но также у них останутся хорошие впечатления и воспоминания об этом на всю жизнь. Тимур Калмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. Гран-при международного кинофестиваля у якутян. 7-й фестиваль этнического кино, приуроченный к играм «Дети Азии», завершает свою программу. В фокусе внимания народные каноны и устои, играющие важную роль в сохранении и передаче культурного наследия наций. Об основных итогах большого мероприятия расскажет Екатерина Павлова. Международный фестиваль этнического кино стал не просто площадкой для демонстрации фильмов, но и большой диалоговой платформой. Помимо основного конкурса прошли внеконкурсные специальные показы, деловая программа, мастер-классы, творческие встречи, диалоги, презентации и киновикторины. При онлайн-голосовании участвовало более 15 тысяч наших любителей кино, жителей не только республики, но и за пределами республики, и в деловых мероприятиях, так и семинарах, и потом кинопоказов приняли участие более 5000 жителей города Якутска, гостей. Это нас очень радует. В основном конкурсе участвовали 9 картин российского и зарубежного производства, которые оценивали зрители и 5 профессиональных членов жюри. То, что мы обсуждали, в основном совпадало сразу. За неимением некоторых нюансов, деталей и так далее. Обсуждали каждый фильм, смотрели их с интересом. Программа была реально очень здорово собрана. Спасибо программному директору. Спасибо кинематографистам, которые предоставили нам эти фильмы, сняли и сделали. Мы получили большое удовольствие, каждый раз обсуждая и делясь эмоциями. В целях поддержки начинающих кинематографистов впервые состоялся дистанционный всероссийский конкурс студенческих фильмов. Это особая ответственность, поскольку здесь мы оцениваем законченность работы и то, как студенты освоили кинематографические профессии. Очень здорово, что были представлены совершенно различные киношколы, которые сейчас работают, начиная от нашей альма-матер, в ГИК, Всероссийский государственный институт кинематографии, институт в Петербурге и различные киношколы. Это было очень интересно наблюдать. Победители в своих номинациях получили традиционные призы фестиваля – золотые и серебряные снежные очки, символизирующие новый взгляд на искусство кино в современном мире. Гран-при основного конкурса взяла якутская картина «Там, где танцуют стерхи» режиссера Михаила Лукачевского. Екатерина Павлова, Арсен Степанов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь на нашем канале.